Публичные обсуждения были посвящены практике применения антимонопольного законодательства при государственных закупках на территории региона. Слушания начались с краткого обзора проделанной региональным УФАС работы за первый квартал. Статистика в цифрах констатирует положительную динамику, если сравнить с аналогичным периодом 2019 года. Есть неплохие показатели, подвел итоги заместитель руководителя ведомства. Если мы возьмем аналогичный период прошлого года, то имеется сокращение нарушений со стороны органов власти, органов местного управления. И мы думаем, что вся работа, которую мы проводим даже в публичном, по таким мероприятиям и семинары, сами совещания, которые мы проводим с представителями органов власти, способствует этому сокращению. На заседании присутствуют представители исполнительной власти, профильных структур. Вместе они детально рассматривают поступающие в управление жалобы и вопросы. Ищут пути решения, делают предупреждения организациям, нарушающим антимонопольное законодательство. Каждый квартал мы проводим такие публичные обсуждения и доводим до представителей органов власти, органов самоуправления практику применения антимонопольного законодательства Ингушского ФАС России. Вся эта работа проводится в целях сокращения нарушений, так как если представители органов власти, органов местного управления знают нашу практику, они в дальнейшем в своей деятельности не допускают нарушения, которые были озвучены в наших публичных обсуждениях. Только с начала 2020 года по настоящее время на основании решений региональным УФАС вынесено 70 постановлений о назначении административных наказаний на общую сумму более 1,5 миллиона рублей. Мадина Аздоева, Рамазан Ахильгов, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.